Елена Смолдарева, прапорщик Вооруженных сил Республики Беларусь, сделавшая правильный выбор в 2020 году и ставшая на сторону светлого будущего своей страны. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу познакомить вас с одной героиней наших репортажей. Это Елена из Гродно. Елена служила в Вооруженных силах Республики Беларусь. И прежде чем я задам ей вопрос, тема которого этот репортаж, я хочу вкратце познакомить с историей жизни последнего года и ситуации, как Елена оказалась в Польше. Елена, если можно вкратце, как вы пережили август 2020 года, и который, я так понимаю, в корне изменил вашу жизнь? Август 2020 года был, наверное, не только для меня такой самый страшный, да, за наше правление нашего. Ну, для многих, но ваша история непростая, неординарная, можно так сказать. Мама 4 детей, служит в армии, обеспечена, как мы, насколько мы знаем, сколько говорят наши каналы белорусские, это соцпакет, это защита всевозможная, и так далее, и так далее, и так далее. Выход на пенсию в 40 лет. Ну, то есть чего еще можно желать? Вы прослужили 16 лет, вы отработали, у вас выслуга 16 лет, вам оставалось 3 года всего лишь отслужить, и вы вышли 10 числа на акцию на стороне народа. Я вам хочу сказать, что 40 лет неправда. Нет? 45, ладно, 45. 40, а мне еще было, выслуга должна была быть минимум 20 лет, чтобы пойти на пенсию до срока пенсионного, и ты уже мог бы иметь пенсию. Про соцпакеты, но это тоже, знаете, так громко сказано, большие соцпакеты, люди по 20 лет стоят по 15, по 10 с очереди, да? Особенно сейчас на строительство какого-то льготного. И возьмем опять же, какой процент льготного строительства. То есть это слишком громко сказано про соцпакет. Может быть, он где-то внутренние войска есть какие-то соцпакеты, потому что у них там есть и спортивные залы, и бассейны, все это входит в обеспечение. А у нас такого не было. И 20-й год, август, ну да, он, конечно, круто поменял, потому что, во-первых, наверное, вся жизнь у людей поменялась, и участником быть среди народа — это призвание каждого гражданина и обязанность. Ну вот что вас подтолкнуло 10 числа выйти на акцию, учитывая, что вас же там обрабатывали вот эти полгода до выборов, идеологи с вами работали, правильные слова говорили. Вам что, вы не вняли этим? Правильное, наверное, воспитание, позиция правильная, человеческая. Наверное, не трусость, не подлость, которая может присутствовать у нас. А сколько вы видели своих сослуживцев на акции? На мирных акциях, когда вот уже были разрешены в городе Гродно, были некоторые люди у нас, но их сразу потом, они даже фото выбрасывали, но сразу же потом буквально их была контрразведка занималась, с ними там разговаривали, наверное, пугали, и они сразу писали рапорта, что больше так не будут. Давали задний ход, а вы не дали задний ход? На меня готовилось дело, которое они хотели передать в суд по неуплату. Я в Министерстве обороны была как должник. Вот. Вы же оплатили, вы же говорите, что вы оплатили. Я оплатила, но оплата была аннулирована. Ага. И сразу же со школы пошли комиссии социальные. Вот. И мне ничего не оставалось. Юрист позвонила, сказала, что она будет уже отправлять дело, подготовила. Я попросила, чтобы она подождала до понедельника. Вот. И в четверг вечером я вот собрала, 2 дня буквально мы собрались, и я уехала. Встретили, Польша встретила нас хорошо. У вас сработало чувство самосохранения.
Не материнское... меня самосохранение, а Детей. самосохранение детей. Нет, ваше материнское Я чувство понимала, сработало что на их сохранение просто детей. могут для того, чтобы причинить Забрать какую-то вас боль, могли забрать даже. их. Да, они говорили, что сами виноваты, что вы понимаете последствия. Я их понимала просто. Самое, как бы, такое вот, я не считаю, что я там большая такая уже такой человек, чтобы можно было так вот просто больно бить. Как вас встретила Польша? Мы приехали сюда, нам, конечно, думала, что, ну, как сказать, как я сюда ехала. Никуда я ехала. Я не знала, что будет, и считала, что нам нужно будет пройти этот длительный путь, лагерь и так далее, и как бы, как все люди это делают, как все проходят. Вот. Переехали через границу, нас предоставила нам государство. Вы помните, какое Польши. это число было? 13 декабря. Нам предоставило государство Польши бесплатный карантин. Мы были на карантине, и в течение этого карантина приехали волонтеры из Белостока, предложили нам пожить в таком диаспоре всего мира белорусские. Поддержали вас? Не поддержали меня, а они поддержали этот проект Ага. «Селтер». Вот. И вот туда, вот в этот... Ну, вы там «Селтер» были не предложили. одни, насколько я понимаю. Если Да, шелтер, да. то там много белорусов было. Да, там было много. Там были и студенты, и Но семьи. семья была... семьи тоже были, да? Семьи были, да, и студенты, и семьи, и мужчины, которые приезжали. Да, вот. И вот мы так ходим. Ну, в принципе, у вас была такая поддержка. Вы были не одни, там плечо белорусов чувствовалось. Да, Я хочу сейчас задать вопрос, который меня волнует сейчас больше всего, и ради чего мы с вами встретились. Имея стабильность, в любом случае, какая бы ни была стабильность у вас в Беларуси, в какую сторону изменилась, как вы себя чувствуете в Польше, не жалеете ли вы о том, что вы переехали, и разница, ощущение жизни вашей сейчас в Польше, несмотря на все трудности, на все, что вы перешли и чем приходится встречаться, что сейчас приходится преодолевать. Надо было детей в школу, в садик устраивать, старшей дочке нужно было поступать, жилье нужно было искать, работу нужно искать. Разница в том, как вы жили, ощущения до 9 августа, то есть до 2020 года и сейчас есть? конечно, есть. Во-первых, безопасность. Вы были тогда тоже в безопасности. Ну, как сказать, оппозиция в любом случае Я имею в виду всегда до августа. Вы не были в оппозиции? Ну, я понимаю, но я говорю про людей вообще, что безопасность, она не присуща была для оппозиции в то время. Здесь, конечно, просто посмотришь на уровень жизни, на менталитет людей, здесь совершенно все по-другому. Здесь ты можешь что-то высказываться, можешь какие-то даже, несмотря на то, где ты в каком-то находишься там в государственной какой-то области или нет, ты можешь внести в развитие своего места какую-то частичку. Люди совершенно здесь другие. Отношение к людям здесь другое, как к Отношение людям. Да, отношение к людям здесь Здесь другое. государство работает на народ, на человека, а не наоборот, да? Ну, понимаете, здесь немножко другая система. Здесь не такая система, как у нас в Беларуси. Когда я приехала, я была поражена, что все-таки демократия, она... То есть вы хотите сказать, что чувство даже свободы внутренней, Да. ощущение себя человеком намного важнее бытовых и социальных каких-то благ в Беларуси, если бы на то было? Ну, конечно, потому что человек себя здесь чувствует человеком, а не каким-то... То есть я вы не хотите знаю. сказать, что... Вы смотрите, даже помните, была такая ситуация, когда у нас было с коронавирусом, да? Да. У нас И сейчас эта у ситуация нас страшная с президент коронавирусом. вышел на экран и сказал: пошите намордники. То есть, как бы, вот это вот, понимаете, вот это вот отношение к человеку, как к человеку, к народу, ну, как к быдлу какому-то, не? Или вот как у него были высказывания, что женщины копыта чистят. Ну, это, понимаете, это Ну, вот там много высказываний, просто конечно, по как бы отношению. ты вот находишься в такой Там стране, интеллектом где... не влечет.
Да, Но мне все равно вот интересно, вы, женщина, мать, вы должны думать в первую очередь про... я сейчас об этом и думаю. Я вам хочу сказать, что здесь, в этой стране, возможности большие. Намного больше, чем в Намного Беларуси. больше. И то, есть, намного больше. то есть вы, приехав практически на новое место, начав жизнь с нуля, чувствуете себя увереннее и стабильнее, чем Увереннее будучи... и стабильнее. Дети тоже чувствуют себя увереннее и Потрясающе. стабильнее. Во-первых, отношения детей в школе очень большие. То есть у них есть сравнение. И сейчас, когда я у них Вы ни разу не спрашиваю- пожалели о том, что сделали? Нет. Вообще? ни Даже в разу. самые Я бы трудные сделала времена? точно так же. И когда вот у детей задаешь вопрос по сравнению вот с Беларусью, вы хотели бы вернуться в белорусскую школу, они говорят, ни в коем случае. Там все не так. Там учителя не такие. Там дети не такие. Здесь все по-другому. И дети тоже не скучают по Беларуси? Ну, По папе. конечно, скучают они по каким-то моментам, но именно вот по сравнению с того, что они здесь имеют, и имели там, это То есть вы собираетесь получать гражданство? со временем, если будет. Вы видите себя в этой стране более перспективнее, чем в Беларуси? И будущее своих детей? Ну, будущее своих детей, да, но как сказать перспективнее? Ну да, перспективнее может быть, но все же понимаете, что родная страна это там, где ты родился, твоя родина. Но я просто осознаю, что... Может быть, родина там, где ты счастлив? Я просто осознаю то, Елена, может быть, что- родина там, где ты счастлив? Ну, не совсем, есть некоторые нюансы. Я просто осознаю то, что в этой стране ничего не поменяется, и свое будущее... В скором будущем. В скором будущем ничего не поменяется, и как бы свое будущее рассматривать то, что ты там... А жить надо продолжать. Конечно. И, Ради детей хотя бы. и то, что вот, допустим, просто сидеть и вот думать, ой, как я там все потеряла, ой, как это будет мне тяжело сейчас. Да нет, надо ставить цели и идти вперед, потому что понимаешь, что сзади у тебя срок. Всегда да. срок у детей где-то детские дома, поэтому не надо останавливаться. Я понимаю, что, может быть, со временем мы туда и приедем, но уже, наверное, в другую, наверное, уже страну, возможно. Что вы можете пожелать нашим зрителям в плане того, что которые вот боятся перемен, боятся уехать, начать все заново, но продолжают жить? Многие остались без работы, которые выходили на акции, и сейчас они на распутье. Выживают как-то в Беларуси, но при этом боятся поменять страну. Не надо бояться, если есть возможность в Беларуси, я думаю, что нужно уезжать, потому Тем более белорусы помогают ничего много друг другу. хорошего не будет. Да, И сложно. Если рассматривать такие варианты, то не надо бояться, потому что здесь возможности есть. Здесь есть возможности, и если человек Кто умеет и хочет сильный, работать, да, если человек сильный, имеет какие-то свои цели, то здесь как поляки относятся к Беларуси? поляки хорошо положительно, доброжелательно относятся. Они сочувствуют, потому что они, Польша сама прошла 30 лет тому назад. Вот эту всю, и они революции, и они понимают. Они понимают, и я не встречала ни одного поляка, чтобы кто-то сказал, вот, сколько вас здесь много, что вы сюда приезжаете. Вот, они, конечно, сочувствуют, что вот мы приехали без ничего, но когда люди видят, что не сидишь же просто на социальных обеспечениях, да, за то, что они там работают и платят налоги, а ты стараешься где-то работать и протягивать им помощь. Так вот, друзья, не бойтесь меняться, не бойтесь менять свою жизнь. Пожелаем Елене всего самого наилучшего, детям здоровья, Елене тоже, успехов. И даст Бог, мы еще встретимся и еще сравним через какое-то время, как поживает Елена и ее дети, которые сейчас учатся в польской школе. Всего хорошо. Спасибо, взаимно.